Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 3 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас. Карта дня. Шестерка трефовая. Карта для отношений, для работы, для финансов. Это карта на удачу, это карта на проблему и на совет дня. Итак, посмотрим, что будет происходить. Будут нам подсказывать маг карты, метафорические карты. Вот шестерка трефовая у нас карта, которая говорит о том, что какие-то события 3 мая будут очень такими значимыми, серьезными и очень мало зависеть от нас. Будут очень мало зависеть от нас, потому что все-таки это у нас карта, связанная с влиянием судьбы. Какие-то события, которые были давно запрограммированы, они могут как раз в этот день происходить. Вообще у нас шестерка трефовая – это карта такой вот трансформации, когда у нас что-то очень сильно, кардинально меняется в нашей жизни. А карта говорит о том, что мы можем это воспринимать как-то неправильно. Может быть, это изменение к лучшему, а нам будет казаться, что все не так, все плохо, да, и мы будем даже слишком здесь много эмоций по этому поводу проявлять. Но это все-таки к лучшему у нас изменение, поэтому если настроиться соответствующим образом, то вот будет намного все лучше. Кроме того, эта карта у нас связана очень часто с властью, очень часто связана с законом. И вот здесь как раз вот могут проигрываться такие события по этой карте. Кроме того, так как это карта дня, может быть какие-то запрещения, да, допустим, вы рассчитывали на то, что у вас получится, может быть, какой-то проект, а он, допустим, стопорится или не идет, или меняется на что-то другое, или, может быть, вы рассчитывали, что будет принят какой-то закон в вашу пользу, а он, как бы, кажется на первый взгляд, что он нам на вред, да. В общем, все, что касается законов, это очень важно в этот день. Также карта предупреждает, чтобы мы действовали по закону, как бы нам не хотелось его обойти. Также очень часто эта карта связана с недвижимостью, но только старой недвижимостью. Либо эта недвижимость просто вот по годам старая, то есть ей много лет, либо она в плохом состоянии находится, либо это может быть то, что передается по наследству, может быть даже не от родителей, от бабушек, от дедушек, от прабабушек, прадедушек. И вот здесь может быть какие-то операции с такой недвижимостью, продажа, покупка, может быть ремонт, восстановление, тоже все это возможно. Кроме того, карта говорит о том, что может быть закончится какой-то сложный период, связанный с судами, с юридическими какими-то вопросами, да, может быть это победа, выигрыш в суде. Также карта говорит о том, что будет не хватать время катастрофически в этот день, то есть все, что вы запланировали, оно как-то будет, ну, как бы сложно исполнить, да, то, что вот у нас было в планах. Также эта карта очень часто связана с статусом, перемена статуса. То есть мы были в одном положении, нас так воспринимали люди, теперь мы совершенно в другом состоянии. То есть это может быть и брак, это может быть рождение детей, бабушки, дедушки, бабушками, дедушками мы становимся, или, допустим, у нас не было дома, тут мы приобретаем дом. Какие-то очень важные изменения у нас в статусе тут могут происходить. Ну и карта также говорит о том, что очень часто нам сегодня не удастся самому справиться с какими-то сложными вещами. Может быть, нужно будет привлекать людей значимых, более старшего возраста, может быть, нужно будет спрашивать совета, может быть, нужно будет брать на себя какую-то ответственность, на которую мы не рассчитывали, то есть мы не собирались, мы не планировали, и вдруг вот сегодня на нас это все свалится, да. Если говорить о покупках, то здесь может быть какие-то важные вопросы, вот если о мелких покупках говорить, может быть какие-то важные вопросы, связанные с вещами, которые для нас очень много значит. Может быть, нам приходится продавать даже что-то дорогое для нас, старинное и так далее. А может быть, мы покупаем что-то такое важное, которое долгое время нам будет служить. Также хорошо вот по этой карте часы покупать. Вот если вы планировали, просто вот очень удачный день. Также может быть для кого-то это получение диплома, да, это может быть
какой-то результат очень важный получен. Вот опять, когда многое влияет на нашу ситуацию, то есть мы были в одном положении, теперь совершенно в другом. Может быть, престиж даже как-то повышается наш, может быть, наше доброе имя может быть испорчено, или наоборот, у нас было как бы не очень хорошая была репутация, а теперь она станет лучше. Вот всякое тут такое, может быть, очень тут сильные переходы какие-то происходят. Они от нас тут не особо зависят, но как мы будем реагировать, все-таки зависит от нас. И карта говорит о том, чтобы мы брали на себя ответственность, чтобы мы серьезно относились ко всему, чтобы экономили время, чтобы ценили какие-то очень важные вещи, особенно то, что касается наших родителей или недвижимости, которая вот по роду передается и так далее. То есть очень какие-то важные такие моменты в жизни происходят. А давайте мы уточним, чего больше всего это будет касаться. Больше всего это будет касаться нашей внешности и взаимоотношений. Это будет касаться, знаете, даже перемены взгляда на жизнь. Вот, знаете, здесь у нас Vita brevis, да, написано на карте, то есть жизнь коротка, то есть мы, может быть, благодаря вот этим событиям, которые будут происходить, вдруг переоценим свою жизнь и станем как-то более, ну, станем, в общем, относиться лучше к себе, к своим близким, более все ценить, дорожить и так далее. Давайте теперь посмотрим, что ждет в отношениях. Выпадает здесь дама трефовая, скорее всего, здесь много перемен будет связано с отношениями. Здесь может быть какая-то информация выходит о человеке, с которым мы вместе находимся, да, о нашем партнере, которая вот совершенно нас может удивить, в тупик поставить, и может быть даже это, знаете, появится желание даже прекратить отношения, да, то есть, ну вот давайте посмотрим, стоит ли оно того. Ну, знаете, карта говорит о том, что вы сами потом пожалеете, если вдруг под действием чувств прекратите эти отношения, да, то вот можете потом пожалеть сами же. То есть этот человек, которого мы будем обвинять, он, возможно, не так виноват. И даже если, допустим, мы доведем все до расставания, до развода, то он-то не пострадает особо, да, а мы еще, ну, как бы мы сами будем переживать о том, что происходит. То есть, ну, здесь просто нужно либо прояснять ситуацию, то есть разговаривать по душам, да, либо здесь просто не нужно доверять каким-то людям, которые вот говорят плохое о человеке, с которым мы вместе, да. То есть, знаете, здесь может быть и вмешательство кого-то третьего в отношения, да, это и сплетни также могут быть какие-то, может быть, знаете, вот бывает так, что правда, она как бы очень сложная штука. Вот есть события, мы вроде бы говорим правду, что-то не договариваем, и получается так, что это против человека оборачивается, да. А бывает так, что, в общем, мы вот не говорим с близким, да, мы доверяем чужим людям, и на это и расчет, да, то есть человек какой-то хочет нас поссорить, человек хочет повлиять негативно на наши отношения, а мы тут его слушаем, ему поддаемся. То есть вообще никого не допускать в свои отношения, не верить слухам, не верить наговорам каким-то, и ни в коем случае, тем более, не устраивать по этому поводу скандалы, потому что это все может плохо закончиться. То есть может вообще даже расставание произойти по этой карте. Для тех, кто в поиске партнера, здесь вот как-то у нас завышенные какие-то мечты, может быть, мы уже долгое время находимся в таком ожидании человека, такой родственной души, но вот карта говорит о том, что мы слишком уж, ну, может быть, наделили этого будущего партнера какими-то сказочными чертами, да, то есть это совсем даже не то, что будет на самом деле. То есть нужно, во-первых, более реалистично смотреть на жизнь и на вот встречу с человеком. Не нужно там приписывать ему какие-то выдающиеся черты, да. То есть это будет обычный человек, и нужно как-то снизить свои ожидания, иначе мы проходим мимо тех людей, которые нам нужны, которые нам подходят из-за вот этого придуманного образа какого-то. Кроме того, мы можем сами себя здесь слишком идеализировать, считать себя лучше, чем мы есть на самом деле. Естественно же, такие высокие требования
требования предъявлять тем людям, с которыми мы встречаемся. То есть вот именно сегодня, да, нужно как-то реально на жизнь смотреть, иначе мы можем ошибиться. То есть человек, который нам встретится, он может постараться соответствовать вот этим нашим завышенным ожиданиям, мы примем его там со всей душой, а он потом нас как-то обведет вокруг пальца. То есть может быть и такая проблема. Для тех, кто в паре. Да, вот здесь у нас как раз вот карта обвинений, да, вот мы уже про это говорили, не буду повторяться. И для тех, кто в ссоре. Так, а для тех, кто в ссоре, карта возвращения. То есть нужно возвращаться к прошлым отношениям, если нужно сказать «прости», говорим об этом. Если нужно поговорить по душам, нужно поговорить, но только нужно спешить, потому что может время уйти, может быть время быть упущено, и будет поздно просто мириться. Вот карта говорит о том, что нужно поспешить все обговорить и помириться. Так, теперь посмотрим работу. Девятка трефовая. Очень много у нас здесь трефовых карт, то есть у нас события, которые происходят 3 мая, они касаются буквально всех сфер жизни, отношений, работы и финансов, да, вот именно какие-то трансформации, какие-то очень большие перемены. Ну вот смотрите, это у нас воскресенье, это день нерабочий, значит, это какие-то все-таки вопросы, которые происходят вот именно у нас в свободное время, да, то есть это может быть и как раз от избытка вот этого свободного времени мы можем тут делать какие-то ошибки. То есть на это надо обратить внимание. Итак, работа. Девятка трефовая говорит о том, что, скорее всего, нам здесь будет хотеться расслабиться. И вот мы мечтаем как-то необоснованно, да, мы думаем, что вот придет какая-то работа, которая нас осчастливит, по которой мы получим много денег. И вот карта говорит о том, что это вредит нам. То есть мы строим замки воздушные, сами себя обманываем, а нам нужна работа. Работа, тем более такая, которая была бы по душе нам, которая бы обновила нашу жизнь. То есть здесь вот опять же вот эти вот иллюзии выходят на первый план. Опять эта карта у нас достается тем, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что жизнь будет вам указывать какое-то направление сегодня, какая-то идея будет, кто-то из людей что-то, может быть, вам предложит. Идея работы, которую вы никак не хотите принять. А она вот как раз вот та, что вам нужна. Может быть, хотя бы нужно задуматься вот о том, что вы не хотите принять, какую работу вы не хотите принять. Это, скорее всего, именно то, что вам нужно. То есть нужно хотя бы сегодня принять эту идею, осознать вот то, что мы не хотим осознавать. Это очень важно. Посмотрите, насколько здесь решительно настроен тут ангел-хранитель. Да? Он прям показывает нам на то, что нужно нам увидеть, а мы закрываем лицо, закрываем глаза, не хотим смотреть. Для тех, у кого уже есть работа, ну, здесь карта отдыха. Тут ни о какой работе нет речи. Здесь человек, который хочет отдохнуть, может быть, даже хочет внимания от своих близких, хочет пожаловаться, да, хочет, чтобы его там пожалели, по головке погладили. То есть это вот как-то не для работы время, но, в принципе, для воскресенья это и нормально. Для тех, у кого свое дело. Опять здесь много воды, много мечтаний, да, много завышенных каких-то планов и сожалений о прошлом. Карта говорит о том, что вот хороший день для того, чтобы продумать будущее, чтобы из того, о чем мы мечтали, выбрать реальное, для того, чтобы уже какие-то цели для себя поставить. Финансы. По финансам десятка трефовая выпадает, и эта карта как раз связана с большими деньгами, связана с выигрышами, связана с недвижимостью. Очень часто эта карта связана с предпринимательством, то есть доход от предпринимательства может быть. Но и также здесь какие-то операции с ценными бумагами, это игра на бирже, это инвестирование, особенно вот в какие-то государственные деньги очень часто тоже показаны. Карта денег наших партнеров, это может быть партнер по браку, это может быть партнер по бизнесу. Эта карта также связана с
доходами от эзотерики. Ну и вообще вот эта карта, знаете, каких-то рискованных операций, долгов, кредитов, счетов, налогов и так далее. То есть здесь вот может быть и такое. Смотрите, вот хороший день для того, чтобы эти вопросы обдумать, может быть для кого-то даже и решить эти вопросы, несмотря на то, что воскресный день. Также эта карта еще связана с деньгами от государства. Может быть, узнаете что-то, да, может быть, какой-то закон появится, да, и вот информация о нем дойдет. Также карта говорит о том, что может быть по суду вот выигрыш денег. Я не понимаю, почему это у нас все происходит в воскресенье. Может быть, просто информация об этом доходит. Либо мы начинаем задумываться об этом, то есть у нас идея какая-то появляется, как нам заработать, как нам получить деньги и так далее. То есть вот, может быть, как раз вот потому, что день свободный, день выходной, может быть, и есть у нас возможность все вот это обдумать, воспринять, понять, что нужно жизнь менять, в каком направлении двигаться и так далее, и так далее. То есть какие-то кардинальные перемены все-таки в воскресенье у нас здесь происходят. Так, что еще здесь можно сказать по тем, у кого зарплата? Ну, скорее всего, здесь завышенные ожидания и страхи. Страхи, что не будет тех денег, на которые мы рассчитывали, на которые мы привыкли получать. Может быть, мы не хотим видеть очевидного, не хотим видеть реальности, и нам нужно как-то вот выходить из ситуации денежной, нужно думать, каким образом еще зарабатывать. Теперь для тех, у кого свое дело. Но здесь, знаете, в таком довольно расслабленном состоянии могут приходить финансы, скорее всего, от каких-то прошлых дел. То есть мы раньше старались, мы раньше зарабатывали, а сейчас как результаты нашего труда могут приходить. Либо мы будем тратить деньги здесь на отдых на природе в том числе, на какие-то вот покупки, допустим, самого элементарного для пикника, для отдыха и так далее. Вот всей семьей, может быть, соберемся, да? Так, теперь то, что у нас в удаче, шестерка пиковая. Вот смотрите, какие-то очень важные события, вот у нас вот эти две карты, они очень хорошо сочетаются между собой. То есть удача в каких-то глобальных вещах, удача в каких-то делах, связанных с бизнесом, с правительством, с законами, с судами и так далее. И также карта говорит о том, что удача в том, чтобы мы ценили себя, ценили то, что у нас есть, ценили то, что мы имеем, чему научились, опыт свой ценили, ну и, конечно же, свою личность. Вот это как бы на первый план выходит. А теперь проблема, король червовый. Проблема в том, что у нас слишком много времени завязано на дом, да, на дом, на семью. И нам, возможно, сложно из-за этого. То есть проблема в том, что слишком много эмоций, чувств, слишком много общения именно с домашними. Также карта говорит о том, может быть, и что у нас как семейный бизнес, и, может быть, могут быть какие-то конфликты по этому поводу. Для тех, кто недвижимостью занимается, ну, возможно, это просто день неподходящий для того, чтобы продавать, да, или, может быть, здесь завышенная цена какая-то будет у недвижимости, поэтому вот трудно ее как-то продвигать. И совет десятка бубновая. Карта говорит о том, что у нас есть какой-то выход. Появится информация сегодня, которая дает выход из какой-то сложной ситуации. Самое главное нам ее заметить. Самое главное ей воспользоваться, потому что вот эта карта, она говорит о том, что к нам приходит информация, к нам приходят нужные люди. Вот, знаете, даже как сюрприз такой от жизни, как дар, да, а мы можем просто его не воспринимать. Может быть, здесь, знаете, мы не хотим анализировать ситуацию, а это необходимо. Может быть, мы не хотим приобретать какие-то дополнительные навыки, да, профессиональные какие-то навыки. Может быть, вот просто стопоримся на том,
к чему привыкли, да. Вот карта говорит о том, что от старого нужно уходить. Вот если приходит новое, если приходят какие-то перемены, если жизнь нам намекает на что-то новое, вот нужно за это хвататься, и в этом будет удача дня. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!